Гражданин, да, вот этот стоит, да, руководитель, обещает ограничить работу вот этого заведения до 10 часов. Вас все это устраивает? Нас не устраивает вообще, что он здесь существует. Зачем нам надо? У нас здесь 3 бухалки, зачем нам 3? Тут продают, там там на железной лестнице стоп-стоп. Пусть сделает учреждение с пирожными. Я буду ходить и весь дом собирать и приходить сюда кушать. Какое-то пирожное, мороженое, еще что-то. Зачем нам бухалки? Одна пятиэтажка и несколько деревянных домов, и мы должны терпеть это все. Даже если ограничить, у них же пин-код на двери. Мы же не один раз сюда приходили, они тык-тык-тык, зашли и все, и выходят. Для чего это нам надо? Мы с Саидом разговаривали четко и ясно. Оформи все документы, слив, все как надо. Чтобы любая комиссия пришла к тебе, от пожарной и до Роспотребнадзора, ничего у тебя не придрались. Мало того, что шум, гамма и драки здесь постоянно. Для чего это нам надо? Мы вообще требуем, чтобы закрыли. Давайте здесь так, на лицо сразу видно здесь нарушение, что у них получается одна входная группа здесь, что это нарушение Санпина. Потому что они как густой сюда, так и посетители. У них получается имеется туалет, а раковины для мытья рук не предусмотрено. Канализация. Канализацию надо у вас узнать. Канализация. Нету ничего. Куда слив идет? Вы понимаете? Ну он же в середине мая нам обещал это все сделать. Понимаете, что это все сделать, положить сюда, да? Нам нужно было получить тех условий. Но это не от меня зависит. Ну понятно, а у вас куда? У меня еще раз вопрос, у меня ответит такой вопрос. Канализация, куда вода? Куда водоотведение? Нет водоотведения. Нет водоотведения. Это тоже является нарушением. Нет, ну это самое, даже оно не работает. Так, кассовый аппарат у вас стоит? Нет, ну есть 3 кассовых аппарата. камера. А может в YouTube попадем, нет? Я предлагаю вам закрыться и привести все в соответствие до открытия. Если вы это не сможете сделать, то тут у вас будут уже действительно такие серьезные нарушения, да, у вас представляет угрозу, вы же тут тоже общепит. Это общепит у вас, кстати, или нет? По АКВ, по вашему? По идее нет. Если были бы там что определенное количество столов, то вроде да. Так, нет, а как вы открылись тогда? Вот вы имеете право продавать, если вы общественно осуществляете услуги как общественное питание, а вы не осуществляете общественное питание. У вас спокойно нет. Нет, у нас ну вот это тоже является нарушением. Вы пока документы не приведете в соответствие, пока не приведете к требованиям санитарным нормам, да, вы не имеете права вообще работать. Так что тут у вас со стороны налогового законодательства, со стороны санитарно-эпидемиологических правил тоже нарушение у вас. Я насчет пожарной безопасности вообще не знаю, тут у вас еще сделали. Ваше здание тоже. Тем более у вас, вы торгуете пивом, хотя у нас можно резервировать пивные напитки только если вы организация общественного питания. У вас букет нарушений. А вы, и жители тут возмущаются, тоже приходят, обращаются не к общественникам, не в окружную администрацию, контролирующие органы. Вот вам как бы рекомендация, как бы ультиматум, чтобы вы закрылись, пока не приведете в соответствие. Сейчас мы будем направлять материалы все, и в налоговую, и в Роспотребнадзор, и муниципальный контроль по поводу занятий самозахвата земельного участка. Будет приниматься вообще комплекс меры, ну не говоря уже... Не, насчет самозахвата, ну это же по идее не ко мне. Но мы сейчас разбираться будем. Я по факту говорю, как есть, как я вижу.